Стежок за стежком рождается рисунок и восстанавливается связь поколений. Возможно, современный мир и уничтожил бы уникальную самобытность остинского народа, но с Божьей помощью, пока хоть один человек хранит древние знания и стремится его передать, мы будем жить как этнос. Залина Даурова, почетный работник образования Российской Федерации, педагог Владикавказского центра эстетического воспитания, автор нескольких книг, человек, искренне радеющий за культурное наследие осетинского народа, победительница Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», самозабвенно воплощает этот девиз в жизнь и стремится передать все тонкости своего мастерства всем желающим. Золотное шитье. Старинное, красивое, необычное искусство, аналогов которому среди всех видов декоративно-прикладного искусства нет. Залина Сасламбековна, а почему шитье называется золотым, а не золотым? Дело в том, что вот в те древнейшие времена, когда только начинало зарождаться это искусство, нитка была действительно золотой, то есть основа какая-то шелковая покрывалась золотом, какими-то микронами. Но это поскольку очень дорого, и позволить себе это могли исключительно персоны власть имущие, королевские персоны и так далее, а хотелось-то всем, наверное, многим. И постепенно стали появляться искусственные нитки, уже покрытые они не настоящим золотом. Со временем это менялось. В настоящее время, вот сейчас мы пользуемся синтетикой, это синтетические нитки. Поэтому слово «золотое», оно, во всяком случае, в России, русский термин это, превратилось в «золотное». Золотое шитье. Вышивка золотой и серебряной нитью. Древнейший вид рукоделия. Самые первые сведения о золотом шитье относятся ко II веку до нашей эры, когда в Пергамском царстве правил Аталлу. Согласно преданию, именно оттуда и пришла к римлянам атталинская вышивка. Так тогда называлось шитье золотой нитью. Предки осетин, будучи кочевниками, не могли не оценить по достоинству красоту золотошвейного искусства. В могильниках и курганах во множестве обнаруживаются изделия с золотой вышивкой. Древнее искусство пользовалось особым спросом у знати. Существовали мастерицы, к которым приезжали со всех концов Осетии. Очередь на изготовление национальных костюмов, платьев, предметов роскоши и аксессуаров была расписана на месяцы вперед. В далеком прошлом девочек начинали учить этому искусству, где-то начиная с 14 лет. Обычно девушки собирались по вечерам заниматься рукоделием, такие вот посиделки типа устраивали. Обычно это происходило в тех домах, где находилась девушка на выдане, скажем так. Девушки должны были помочь своей подруге изготовить приданое, которое состояло из традиционной одежды, ражгамта, вот шапочка, вот такая обязательная принадлежность. Помимо этого, традиционный платок осетинский изготавливали, а в технике золотного шитья расшивались, платья, рукава. Вот, например, мы учимся тоже, будем учиться с вами тоже такие рукава вышивать. Вот эскиз сделали рукава, лопасть, вот. И помимо этого даже обувь вышивали, тапочки такие, чувяки, вышивали их так называемой канителью. Знали наши предки уже, что такое канитель. Это такая крученная металлизированная нить, типа пружинки. Там техника совсем другая, шитья, чем нитками. И вот этой канителью расшивалась обувь. Очень необычная, очень красивая и в самый раз для невесты. Мы стараемся популяризировать осетинское шитье, золотное шитье, вышивку, аппликацию, чтобы оно не умерло. Золотное шитье мы используем, к сожалению, редко, потому что оно долго делается и в маленьких деталях каких-то, в сумочках, и дорого получается. В основном мы берем жемчуг,
камни Сваровски, может кожа, сутаж, железо, много всяких каких-то деталей, которые можно внести в орнамент. Хочется попросить, конечно же, чтобы больше обращали внимание на свое, на родное, потому что у нас такие есть прекрасные линии, такие прекрасные орнаменты, что нам не нужен Милан, нам не нужен Париж. У нас есть все, вот в нашей маленькой Осетии у нас есть это все. Мы ходили, параллельно учились в колледже, обучались золотому шитью. Вот 3 года мы отходили, вот какие-то навыки получили. Это действительно какие-то навыки, потому что вот мы вышиваем уже 14 лет с Анетой, и хочется вот больше вот узнавать. Вот мы чем больше работаем по этой сфере, мы как бы больше узнаем, как бы разъезжаем по музеям. Вот мы решили после нашей персональной выставки по Динабалкарии приехать сюда. Вот мы как бы выставлялись у вас, и очень вам понравилось. Вот в Осетии вот выставка очень понравилась. Вот Изольда нас посетила и очень понравилось. И стали как-то сотрудничать сюда, приезжать, вот вышивать. Сегодня искусство золотного шитья возрождается благодаря таким мастерам, наверное, как мы. Потому что настолько как нам как бы нравится эта вышивка, мы все свое время уделяем только вышивке. В культуре алан золотое шитье получило широкое развитие – хардгахот. Кроме того, вышивка серебряными и шелковыми нитками, тесьмой, аппликации из цветной кожи на головных уборах, одежде, обуви, аксессуарах, зеркалах и так далее. О высоком уровне осетинских мастериц можно судить по письменным сообщениям грузинских авторов XII века, описывавших дары, присланные грузинскому двору от алан-осов в связи с браком царицы Тамары с Давидом Сосланом. А об излюбленных аланами цветных софьяновых вещах писал еще историк Масуди в X веке. Со временем, в связи со сложностью работы и дороговизной материалов, золотое шитье потеряло актуальность, уступая место парчевым и шелковым тканям. Но в горных областях Осетии вплоть до первой половины XX века вышивальщицы сохраняли виртуозность и высокое мастерство, не утратив всей тонкости средневековой техники. Мастерицы сами готовили себе приданное, храня в секрете древние знания. Золотное шитье, искусство вообще золотного шитья развито у очень многих народов. Но мы с вами изучаем именно наши особенности нашего осетинского золотного шитья. В чем эти особенности заключаются? Ну, что касается техники, 3 основных вида технических приемов, которые использовали осетинские рукодельницы в своих работах. Это значит шитье так называемый хардгахот, или же шитье в прикреп по настилу из ниток. Это первый, самый такой распространенный вид техники. Далее есть такая техника, называется шитье по карте. По картонной подложке делаются элементы. По-остински это называется олафтаухуд. И третий технический прием – это вышивка шнуром алденбет. Для того, чтобы эти узоры, тоненькие линии, как правило, выкладываются шнуром алденбет, вот, для этого вы должны уметь этот шнур плести. Не только выполнять вышивку, но и вот этот шнур плести, чтобы им украшать эту вышивку. Ну и помимо этого, естественно, особенности национального орнамента тоже обязательно нужно знать и учитывать. В искусстве золотого шитья не существовало мелочей. Орнаменты носили сакральный характер и рождались благодаря выдумке девушек. Геометрические, состоящие из множества спиралей, кругов и линий, образующих углы и ромбы. Зооморфные, в виде стилизованных оленей, павлинов, баранов, быков, змей, рыб. Кроме того, растительные узоры в виде волнообразных веток, проросших листьев и цветов. Нанесение того или иного рисунка не было случайным. Каждый знак имел свое значение и наносился только на тот или иной предмет. Богато украшались орнаментом одежда, головные уборы, обувь, аксессуары и предметы быта. Перед свадьбой девочка для своей будущей жизни готовила приданое,
то есть вышивала себе какие-то сумочки, там какие-то детали одежды, платья, то есть приданое изготавливала она сама себе. Вышивка делалась на определенных местах костюма, допустим, ворот, какие-то разрезы на вороте, это вот на краях, вот, может быть, галуном отшивалось, золотом. Это уже служило как оберег именно, ну, во-первых, украшение, во-вторых, оберег. То есть считалось, что эта вышивка, орнамент, она защищает от злых духов. В нашей культуре существуют женские орнаменты, мужские орнаменты. Женские орнаменты в основном растительный орнамент. Также он служил, этот растительный орнамент, как оберег. Женский осетинский костюм, так же как и богиня-мать, делится на 3 уровня. Нижний, средний и верхний. Допустим, если взять платье и посмотреть на него, то вот эти орнаменты по подолу – это нижний уровень, верхний – это на груди, и уже шапка – это высший уровень. Мужской национальный костюм всегда был очень сдержанный. На нем не было обильного орнамента, если так посмотреть, его почти нету. Единственное, орнамент мог присутствовать, допустим, на оружии, гравировкой, на поясе небольшие детали, но на самом костюме этого не было. И поэтому вот сейчас часто мы встречаем, вот, когда бывает кахс на мальчиках, годовалого возраста, на черкесках часто присутствует орнамент. Это не совсем правильно, так как детей, даже маленьких мальчиков, одевали как взрослых. Чтобы как-то не утрачивалось, а возрождалось, именно возрождалось, мы собираем группы, ходим на мастер-классы, ведем мастер-классы, к себе приглашаем в мастерскую. И если даже при общении в интернете бывает, очень многие задают вопросы, мы никогда не скрывали и не скрываем. Есть там азы, которые ты можешь узнать только тогда, когда ты занимаешься непосредственно этим уже долгое время. Мы вот эти азы, мы с легкостью этим всем делимся, да. Вот эта шапка сделана полностью вручную. Вот донышко, вышито в прикреп, занимает, например, 2 месяца. Если именно этой шапкой занимаешься, не другими изделиями, вот донышко занимает 2 месяца. Вот плетение галуна. Вот, галун плетется на дощечках, на поясе. Тоже определенное время очень занимает. И вот эти семечки, вот нитка оплетается же ниткой. Вот эта нитка сама создается вручную. Вот это все нитка, сделанная вся вручную. Это элементы нарукавника. Здесь еще, чтобы собрать, надо достаточное количество элементов сделать. И их мы все соединяем плетением. Значит, после вышивки мы ее проклеиваем сзади, вырезаем, нашиваем на нарукавник, обшиваем. Только тогда уже у нас готовый результат будет. Каждый раз, как делаем стежок, мы считаем нижнюю проложенную основу нитки, чтобы создать узор на вышивке. В данном случае у нас такой же узор будет. Поэтому каждый раз считая, мы или вверх откладываем нижнюю нить, или наоборот вниз опускаем ее. То есть вот эта сама нитка обшивается, да? Да. Существовала традиция, вот девушки соседних сел, например, дружили. Девушка приезжала с соседнего села, например, в гости, да, ее не принято было отпускать без подарка. Вот ее отпустили на 3 дня. За 3 дня что можно было сделать? Вот это ручной труд, за 3 дня, в принципе, ничего невозможно. Можно как бы
Да, вот кисет вот одной девушке бы не вышить. И чтобы девушки не отпускать без подарка, 2-3 девочки объединялись, вышивали, кто-то ночью вышивал, кто-то днем вышивал, кто-то босонное плетение отдельно плел, и кто-то это уже сшил. Вот побывала девушка 3 дня, например, ее без подарочка не отпускали. Вот собирали, его дарили ей подарочек такой. Когда уже девушку сватали, вот жениха проводили как бы случайно по улице, а невеста наблюдала за ним. После этого, как она его увидела, она могла ему сшить черкеску, рубашку, башлык. Ну, это она могла обшить своего, да, не измеряя, как сейчас делается, а на глаз раньше шили. Во всем мире известно несколько техник золотного шитья, в зависимости от разновидности нити. Китайское шитье, вышивка по настилке, сквозная вышивка гладью, плоское шитье и так далее. В Осетии есть 2 техники – хардгахот и хардгабыд. Служат для украшения женского платья, головных уборов, обуви, аксессуаров, предметов быта, убранства коня. Богато орнаментировалась женская свадебная одежда, состоящая из бархатной шапочки, платья, полы которого расходятся спереди, подвесных бархатных рукавов, короткого бархатного передничка и вышитых софьяновых чевиков. Материалом отделки мужского костюма служили шнур, тесьма и галуны, которыми оторачивались полы черкески, бешмета, бурки и так далее. Шитьем из золотых и серебряных нитей отделывался ряд других вещей – мутаки, покрывала, а также подушечки небольших размеров. Кроме того, настенные украшения, служившие для хранения женских принадлежностей – гребней, расчесок, зеркал и другого. Чтобы это искусство не забылось окончательно, я сделала для себя выводы какие в процессе своей деятельности. Уже опыт, слава богу, у меня не маленький. Я поняла, что для того, чтобы молодежь интересовалась этим видом искусства, надо в этом виде, это рукоделие применять в таких изделиях, которые сейчас молодежи интересны, увлекательные, приятные. И вот в результате возникают такие вот работы. Например, шкатулка. Совершенно современная вещь. Далее, например, косметичка. Вот такая косметичка. Очень богато и интересно выглядят декоративные пасхальные яйца. Вот здесь вот шедевр, можно сказать. Вот он очень привлекает внимание всех, кто видит эти изделия на выставках, например. То есть искусство золотного шитья не умирает. Мы, во всяком случае, делаем для этого все, что в наших силах. Вот, и оно возрождается вот в современных реалиях. И руками современной молодежи оживает вновь, приобретает популярность. Это вот благодаря моим молодым последователям. Ни в одном учебном заведении Северной Осетии не преподается предмет художественные промыслы Осетии. Вот кроме художественного училища. Здесь у меня есть ученики, хотя тоже мало, но хотя бы столько. Вот. А хотелось бы, чтобы в профильных учебных заведениях нашей республики, которых, в общем-то, немало, где обучают и швейному делу, и изобразительному искусству, хотя бы немножечко ввести вот это, чтобы это не умирало, чтобы оно у нас получило какое-то развитие. Потому что у наших соседей по региону, в той же Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, это достаточно развито. И люди этим интересуются, и художники этим занимаются, и рукодельницы, и даже в университете это у них преподается. Почему-то в Осетии этого нет. Золотное шитье очень тонкой нитью связывает нас с нашей историей. Мы должны сделать все возможное, чтобы не дать потерять эту связь с нашей историей, с нашими
традициями, дать почувствовать нашей молодежи, насколько это важно и ценно, и насколько это близко нам, возродить в них вот это патриотические чувства ко всему нашему именно, и пробудить в них интерес именно к нашему. На живописном отделении существовали часы декоративно-прикладное искусство. И вот по этим часам, на этих часах ДПИ Залина Сосламбековна с живописным отделением, да, она занималась плетением платков, традиционными ремеслами, золотным шитьем, плетениями и так далее, и так далее. Вот. А с целью с какой, я вам скажу, это не просто чем-то занять студента или педагога, а с целью передачи знаний определенных, традиций, видимо, для того, чтобы культура вот этих изделий, она передавалась из поколения в поколение.